Наша страна называется Российская Федерация-Россия. Что такое Российская Федерация? Российская Федерация есть эти республики. Области можно увеличивать, там, допустим, к примеру, Ивановская область, Вологодская область, Ярославская. Пожалуйста, объединяй. Кострома, Киров, еще что-то. А вот эти республики, их трогать не надо, потому что они федерация. Ингушетию создавали только для того, чтобы ингушское население стало нацией. Понимаете? Чтобы оно не было там крайними районами Ингушетии, а чтобы это была нация со своей столицей, со своей интеллигенцией, со своими вузами, вот, со своей какой-то промышленностью. Это была очень объемная работа, и если бы весь народ не поднялся, ваш это должен даться шанс. Это надо было делать с нуля. Это был подвиг людей, которые в то время работали. Режимы могут быть разные, а Родина должна быть одна. Я, честно говоря, вот этих людей, которые сидят, никого не знаю. Никогда с ними не работал, не общался. Суболжна бацаш, но я считаю, бег божнах, чубох лиценбахта. Это каждый знает. Может быть, можно пришить там, понимаешь, пуговицу к любому пиджаку, сказать, что вот виноват. Я с первого дня сказал, что чубок жбанах хахец без дождь ошильдеш. Понимаете? И я это сказал не кому-нибудь, а руководителю этой республики в присутствии многих людей. Не сдаться ошильдеш. Хазаях. Фухамелдус вообще. Что ты сда? Это неправильно. Мы не должны восстанавливать против себя ни одного человека. Если ты хочешь, чтобы в стране было нормально, никто из власти не должен против себя восстанавливать даже рядового человека. Надо, чтобы все было по закону. Нет, на мой взгляд, вот из того, что я вижу в интернете, я смотрю в интернете эти события, я не вижу оснований, чтобы этих людей держали заперти в камерах. Ну хорошо, выведите их на суд. Иногда, знаете, отступить это умно. Это умно. Иногда отступать надо, а как вы хотите? Власть должна, нельзя же упереться лбом и стоять в стену. Надо иногда умно отступать. Это близ. До самого верху, не стесняясь, долчтой парда, не надо ничего бояться. Кроме собственной совести и Аллаха. Хамах херещатся. Вот. Сдал согласияки. Нету таких, я не вижу. У нас прекрасная история. Ее замалчивали. У нас прекрасные национальные герои. Их затаптывали в грязь и старались забыть. Вот. Наши люди воевали на всех фронтах Первой мировой войны, значит, гражданской войны, Великой Отечественной войны. Вот. Поднимали целину дурацкую. В Казахстане выживали. Депортация была это общая беда. Это 4 миллиона с лишним населения. 13 народов. Мне 4 года было, я с 39 ноября, это считается, ну, считайте 40-го. Я очень хорошо помню эту дорогу, помню, как умирали люди в вагонах, помню, как их выносили, значит, в снег там закапывали, помню, как в снег закапывали людей, когда мы там жили, потому что земля была мерзлая, невозможно было ее могилу выкопать, так? Например, могилу своей матери я нашел через 40 лет, там 3 раза ездил. И со времен фараонов такого случая, который был с ингушами в 1944 году, чтобы чеченцев, ингушей, там, балкарцев и других народов, чтобы буквально всех сослать. Со времен фараонов, которые это сотворили с евреями, вот, такого не случалось на земном шаре. Я там прожил, я прошел это все в старых валенках, в рваных фуфайках, в чужих шапках, в Сибири, мерз в снегах, вот, жарился в песках на юге Казахстана. Я это хорошо все знаю. У ингушей тогда была поговорка про Сталина: да, давилаш молузяш, проклятие такое было. Я помню, как его вытаскивали из мавзолея в 61 году, зимой это было. Вот. Так что это дело известное, это несчастье постигло не только наш народ, конечно, ни за что.
У нас даже и оккупации не было, и фашистов никто не видел. Вот. В Чечении и Ингушетии вообще не было в оккупации. Не было речи, не могло быть речи там, о каком-то сотрудничестве с какими-то мифическими фашистами. У нас их не было просто. Вот. Это даже я не обсуждаю. Мои близкие люди погибли там, а я выжил только по воле Аллаха. Это я знаю хорошо. И меня нисколько не прельщает все, что я после этого имел, потому что это навсегда отпечаталось в моей памяти. Что касается ситуации, которая произошла в пригородном районе, это, конечно, была хорошо, я считаю, подготовленная и продуманная политика изгнания ингушей со своих родных земель. Мы об этом никогда не скрываясь говорили. Вот, этот вопрос до сих пор не решен. Вот, в своих правах эти люди не восстановлены. Я встречался с этими высшими руководителями Северной Осетии. И с Засохом встречался, и с Галазовым встречался. Я об этом говорил руководителям Осетии. Я никогда не скрывал своих позиций. Я говорю, не стоит все, что тут происходит, этого клочка земли для вас. Вам дали огромный Моздокский район. Причем в 1944 или 1945 году его передали. Это больше, чем сама Осетия. Плодородный район Ставрополь забрать отдали им. Им отдали часть Кабарды. Я говорю, вы когда-нибудь прекратите это? Прекратите. Причем это надо говорить не на улице, не на митинге, а в кабинете. Сидя, смотреть друг на друга и говорить, не знать, что. Вот. Но как могли, так сдерживали эту ситуацию. Как могли, когда работали там, сдерживали ее. И в отношении Осетии там сдерживали. И на людей на работу там направляли. И в прокуратуре были, и в обкоме партии работать начали. Галай там работали уже. Это я там работал, другие работали, чтобы это поправить. В конечном счете, Галаш Дян Зулум, это, конечно, ни одного дня дело. Ни одного, это ни одного дня дело. Это преступное деяние, которое так и осталось не расследовано.